Я вижу огромное количество людей, которые мне помогали, и количество людей, которые сюда пришли. Я очень безмерно всем благодарен. Я реально вот от души на текущий момент счастлив от того, что эта работа завершена, и то, что я вижу, она будет полезна людям. Книга Тимура Агирова – это результат более сотен горных экспедиций. Работа проделана колоссальная. Зато теперь путеводитель может предложить рассказ о более 200 архитектурных памятниках Джейрахского района. Автор описал доступные к посещению башенные комплексы и не до конца изученные, а также уникальные ядрообразные мавзолеи и 20 старинных храмов и святилищ. Сначала я сделал небольшой сайт, потом сделал карту этих достопримечательностей. И когда через несколько лет оказалось, что у меня есть фотографии, я занимаюсь профессиональной фотосъемкой, у меня есть фотографии всех башенных комплексов, я захотел этим поделиться с читателями и сделать не только виртуальный сайт, но и сделать книгу. В течение 5 лет я на ней работал, сделал досъемки с воздуха для того, чтобы были панорамы над Столовой горой, например, над горой Целовым. И в этом году наконец-то мне удалось все это завершить. Книга имеет перевод на английский язык. Впервые в Ингушетии фотоблогер Тимур Агиров побывал в 2012 году. Он и не думал, что она настолько захватит его. Казалось, что маленькую республику удастся обойти за каких-то несколько дней. Тогда Тимур еще не знал, что в горной части региона порядка 89 исторических поселений, насчитывающих более 2000 древних памятников. В книге немало мест, которые были обнаружены самим Тимуром в процессе фотосъемок. По спутниковой карте мы обнаружили башенный комплекс, который скрыт со всех сторон. То есть он не виден ни с автодороги, ни из других мест. Потом узнали от местных жителей его название – Бярч. Он находится, получается, с обратной стороны от башенного комплекса Нятист, на том же самом склоне. И вот это здание пока еще даже непонятно, что это такое. Находится арка стрельчатой формы на 2 этажа. Это обычный атрибут святилища, храма святилища. Благодаря трехмерным картам и фотосхемам читатель может легко ориентироваться в горной местности. Путеводитель предлагает туристам 12 маршрутов для самостоятельных путешествий. А любители восхождений смогут воспользоваться схемами подъемов на Столовую гору, Цейлом и Цоройлом. Путеводитель уже нашел отклик у туроператоров. Мы можем вычленить основные локации и перемещения, и для того, чтобы это было максимально удобно, и турист понимал, что ему комфортно воспринять, ту или иную информацию, и, соответственно, он мог сам даже проработать те или иные перемещения от объекта к объекту. И это отражение непосредственно и в книге, и в картах также находится. Километражи, время, основные локации и, самое главное, описание этих локаций. Все это емко скомпоновано вот в этих изданиях. В числе тех, кто помогал автору книги собирать материал по горной Ингушетии, стало историко-географическое общество Дзурдзуки. И, как говорит его учредитель Танзила Дзаурова, путеводитель будет полезен не только туристам, но и исследователям и историкам. 7 лет назад мы провели вместе совместную экспедицию. Она была очень сложная. Мы шли по руслу реки Пвартанга до комплекса Эгичош. Впервые мы были там, в Дзурдзуке, и впервые там был Тимур Агиров. Это просто может быть настольная книга любого ученого, который изучает башенные комплексы, потому что она дотошная. Там все четко определено вплоть до расстояния, до километража. Тимур планирует продолжить работу в этом направлении, но сначала заслуженный отдых. Говорит, что надо запастись силами для новых путешествий. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.